Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Ахметова Уразбекен Фукановна. Я работаю учителем русского языка и литературы общеобразовательной школы номер 7 имени Аманжола Тургенбаева. Хочу представить вам некоторые фрагменты урока в 5 классе на тему «Кладовая солнца». Работа по обновленному обучению требует творческого подхода к каждому этапу урока. И стремление сделать урок более интересным, мотивировать учеников к исследовательской и самостоятельной работе. Поэтому на уроках я стараюсь применять интересные формы и методы работы, то есть чтобы сделать урок интересным. Итак, некоторые фрагменты моего урока. Итак, деление на группы я провела с помощью фотографий людей с разными эмоциями, чтобы мотивировать учеников к хорошему, доброму, светлому. Который улыбается. У нее сегодня очень хорошее настроение. Спасибо. Так, Максат, пожалуйста, у тебя что за фотография? Это человек, который улыбается. Это обозначает, что он добрый человек. Добрый человек, хорошо. Так, Ома. На этом девочка, она говорит тихо. То есть сегодня нужно спокойствие, да? Аслан, что это за фотография? На этой фотографии расположена пожилая женщина, которая улыбается. Она улыбается, потому что она добрая и она оптимистка. Только не расположена, да? Просто на этой фотографии женщина. Хорошо. Так, вот интересная фотография у нас. Ну-ка, Алина, что ты здесь скажешь? До этой фотографии пожилая женщина, которая, несмотря на свои годы, очень любит жить. Она улыбается, она оптимистка, она очень любит жить. Молодец. Хорошо, спасибо. В уроках мы с вами говорили о числительном. И сегодня мы должны будем закрепить и обобщить все пройдено в этой части речи. Так, давайте сделаем кластер. Пожалуйста, зовем. Да? Имя числительное. Самостоятельная часть речи. Она делится на 2 разряда. Это количественный и порядковый. Отвечая на вопросы какой, который, и сколько. Итак, теперь расскажи мне, Павел, так что же такое числительное? Часть речи, которая отвечает на вопросы какой, который, сколько, делится на 2 разряда – порядковый и количественный. Итак, следующее, ребята, задание. Вы должны будете отгадать загадки. То есть это прием использования форм. Вот на доске у нас фотографии или картинки разных растений. И вот на некоторые из них у меня для вас приготовлены загадки. Вы будете отгадки подходить и показывать на этих картинках. Хорошо? Можете пользоваться своими сигнальными флажками. Итак, первая загадка. Стоят в поле сестрички, желтый глазок, белые реснички. Так, пожалуйста, Алина. Что это? Это ромашка. Это ромашка. Правильно, ребята? Да. Молодец, хорошо. Следующее. Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня. Что это, Динара? Так. Динара у нас знает, что это за растение какое? Это крапива. Это крапива. Молодец. Маленький крошка сквозь землю прошел, красную шапочку нашел. Нур-Султан, пожалуйста. Что это такое, Нур-Султан? Это? Какой цветок? Мак. Это мак. Молодец, садись. Следующее. Золотое решето, черных домиков полно. Столько черненьких домов, столько беленьких жильцов. Амина, пожалуйста. Что же это за растение? Это? Это посол. Молодец. Следующее. Стоит Алена, платок зеленый, тонкий стан, белый сарафан. Анеля. Это?
Это береза. Молодец. Хорошо, ребята. Мы справились с этим заданием. Наш русский язык связан с русской литературой. Да? Тема нашего урока «Кладовое солнце». Михаил Михайлович Пришвин, русский писатель, он очень любил природу. И очень много своих произведений посвятил именно природе. То есть он, помните, я вам говорила, он не сколько был охотником, он просто любил наблюдать. И он любил делать фотографии. Итак, после нашей просмотренной презентации, ребята, вы ответили на вопросы по карточкам, да? Ответили. Итак, пожалуйста, кто ответил? Так, Зарема, пожалуйста. Читай. Назвать лучшие качества писателя. Любил природу. Что он делает? Пишет рассказы. Какими качествами, по мнению писателя, должен обладать человек? Любить природу и животных. После просмотра презентации о Пришвине я применила стратегию «Резюмируй свой ответ». Это работа по карточке, цель которого – умение выделять главную информацию из увиденного. Если правильно ответила, поднимите красные фишки. Хорошо, то есть правильно ответила. Молодец, Зарема, молодец, садись. Осман, у тебя. Погромче. Назвать лучшие качества писателя: любит природу и зверей. Что он делает, пишет книги. Какими качествами, по мнению писателя, должен обладать человек? Обращайтесь к природе доброжелательно. Хорошо, молодцы. Давайте оценим ответ Аслана. Молодцы, то есть все красные фишечки подняли. Молодцы. Вот теперь следующее у нас задание будет. Вы должны будете мне перевести некоторые слова на казахский и английский языки. Итак, на протяжении нашего урока мы встречались с такими словами, очень замечательным, теплым словом «солнце». Итак, вы можете, вот эти слова на английском у меня лежат здесь на столе. Вы должны будете подойти сюда и именно найти карточку с этим словом и перевести его также на казахский язык. Итак, первое слово «солнце». Пожалуйста, кто желает? Аслан, пожалуйста, поднимайте свои сигнальные карточки. Итак, где же у нас здесь на столе это слово на английском? Новое обучение требует у нас, чтобы мы применяли на уроках трехязычие. Поэтому некоторые слова мы перевели на английский и казахские языки. Следующее, самое лучшее слово на земле – это «мама». Пожалуйста, иди, Зарема. Где у нас здесь у меня на столе? Итак, как оно произносится? Она. На казахском, а на английском? Мазар. Мазар. Молодец. Правильно ответила? Да. Так, поднимите все свои сигнальные фишечки. Хорошо. Молодец. Следующее слово. Итак, пожалуйста, Анеля. Итак, где же у нас здесь английское слово «родители»? Итак, как оно произносится? Итак, на казахском языке. А так она, молодец, может английский. Так, поднимите, пожалуйста, свои фишечки. Хорошо, молодцы. Следующее слово «люди» или «человек». Пожалуйста, человек. Так, кто у нас? Амина, пожалуйста. Итак, как она у нас произносится на английском? Манда. Да, а на казахском? Адам. Адам, молодец. Хорошо. Следующее слово – тепло. Ведь солнце, мама, дарит нам тепло и улыбку, да? Тепло. Виктория, пожалуйста. У нас здесь осталось на столе одно слово. Так, как оно произносится на английском? Хит, да? Или как? Правильно, как? Хит. На казахском? А еще тепло. Живот. Молодец. Садись. Итак, Виктория, поднимите, пожалуйста, свои фишечки. Так, молодец, то есть правильно ответили. Хорошо. Так, следующий конкурс. Репортер, кто у нас? Анна.
Алина. Итак, ну и, ребята, к концу нашего урока мы проведем следующий прием, который называется репортер. То есть я же должна сегодня узнать, достигли ли мы цели урока. Итак, сегодня у меня Алина Николаева возьмет интервью у нескольких человек. Хорошо? Пожалуйста. Итак, из первой группы. Что больше всего тебе понравилось на уроке? Мы узнали много чего о природе, узнали о Пришвине, делали много разных интересных заданий, отвечали на вопросы. В конце урока я использовала прием «Репортер», цель которого – понять, достигли ли мы целей урока. Что больше всего тебе тоже понравилось на уроке? Мне большинство понравилось, когда мы делились на группы. Аделя, что на уроке для тебя было новое? Для меня была новая информация, когда мы работали с фотографиями разных людей с разными эмоциями. Все хорошо. Домашняя работа у меня дифференцированная, то есть каждый из учеников выбирает себе то задание, которое ему по силам. Итак, подходит к концу наш урок. Открывайте свои дневники и запишите домашние задания. Итак, как всегда, наше домашнее задание будет разноуровневым. Итак, первый уровень. Вы должны будете написать эссе «Земля – наш дом». Второй уровень. Вы должны будете из интернета найти сообщение о крапиве, вот, о которой мы говорили на уроке. И третий уровень. Вы выполните упражнение 389. Здесь вы должны будете найти и подчеркнуть числитель. Спасибо за то, что сегодня так активно принимали участие на уроке и могли оценить себя и оценить своих одноклассников. До свидания. До свидания.